Мать одного из них писала на сайт посольства Таджикистана в Москве, но все ее комментарии удалили. Из спецприемника в Екатеринбурге 26 мая были вывезены 159 граждан Таджикистана, которые были депортированы из России. Однако двум таджикистанцам пришлось вернуться из аэропорта обратно в спецприемник. У них не было никаких подтверждающих личность документов, заявили в консульстве. Мать одного из них, Манзура Давлятова, обратилась в Азия Плюс 26 мая. Все его документы сгорели. Дело в том, что мой сын Далер Давлятов с августа прошлого года попал в спецприемник города Тюмень. Затем мы потеряли с ним связь и только через таджикскую диаспору нашли его в спецприемнике города Екатеринбург. 25 мая он вышел на связь и сказал, что у них был консул, и сказал, что 26 мая их отправят спецрейсом в Таджикистан, сказала Манзура Давлятова. Утром 26 мая, по словам женщины, ее сын позвонил и сказал, что едут в аэропорт, но потом Далер Давлятов и еще один гражданин Таджикистана не попали на спецрейс. Им сказали, что их нет в списке, и обратно увезли в спецприемник. У моего сына сгорели все документы при пожаре на работе, где он жил и работал, говорит мать Далера Давлятова. Далер Давлятов крайне слева. После этого Манзура Давлятова стала звонить в генконсульство Таджикистана в Екатеринбурге, но не смогла дозвониться. Я написала на сайт посольства Таджикистана в Москве под публикацией о рейсе из Екатеринбурга, но все мои комментарии удалили. В России консульство должно оформить документ о возвращении на родину, если у человека нет документов. Посольство и консульство должны помогать своим гражданам, а не бросать на произвол судьбы. Минус, говорит она. Не было регистрации, поэтому не смогли попасть на рейс. Мы обратились за комментариями в генконсульство Таджикистана в Екатеринбурге, и там подтвердили, что действительно двое наших граждан не смогли вылететь, так как у них были проблемы с документами. В Душанбе из Екатеринбурга доставили 159 таджикистанцев, депортированных из России. Далер Давлятов до момента задержания жил в Тюмени и с августа 2019 года до 3 апреля 2020 года отбывал наказание в Ивдельской колонии К-55 в Свердловской области. 3 апреля он был переведен в Центр временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге. Из-за отсутствия документов Далер Давлятов не был включен в список для отправки на родину со стороны соответствующих российских структур, отметил генконсул Таджикистана в Свердловской области Зафар Саидов. По его словам, Далер Давлятов снялся с учета по месту жительства в Таджикистане и получил справку об этом. Гражданин Давлятов снялся с учета по месту жительства в Таджикистане, поэтому мы не сможем дать ему справку о возвращении на родину. Мы позвонили и поговорили с его матерью, объяснили всю ситуацию и сказали, что надо делать. Как только она поставит его на учет и подготовит необходимые документы, мы сможем дать ему справку о возвращении на родину, сообщил генконсул. Как я могу его поставить на учет, если его нет? Манзура Давлятова подтвердила Азия Плюс, что ей звонили с генконсульства в Екатеринбурге и сказали, что они отправили запрос в Таджикистан. Мне сказали, чтобы я поставил его на учет. Но, как я могу это сделать, если его нет? Я нашла дома его старый, внутренний паспорт, но он просроченный, а в Таджикистане сейчас дают только пластиковый, биометрический. Примечание: паспорт, для получения которого нужны отпечатки пальцев человека. Я сейчас в тупике. Не знаю, что делать и как мне быть, сказала Манзура Давлятова. По ее словам, таджикская диаспора в Екатеринбурге тоже пытается ей помочь. Посольство РТ в РФ первыми из России будут вывозить всех депортированных. Буквально неделю назад представители таджикской диаспоры в Екатеринбурге нашли вещи Далера. Документов там нет. Я не смогу от его имени получить новый паспорт и поставить на учет. Без его присутствия это невозможно, сообщила она. Она обратилась в СМИ с надеждой,
что соответствующие структуры помогут ей вернуться на родину. Напомним, что 26 мая 159 таджикистанцев, которые в течение последних нескольких месяцев находились в центрах временного содержания иностранных граждан, были доставлены спецрейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга в Душанбе.